В объявленный год российского кино сибайцы готовились лишь посещать отечественные премьеры в кинотеатрах, но в минувшие выходные им представилась уникальная возможность пообщаться с именитыми звездами лично. Виктория Тарасова, Алексей Огурцов и Сергей Маховиков стали почетными гостями конференции, посвященной актуальным вопросам развития кинематографии. Но до ее начала звездам кино устроили небольшую экскурсию по достопримечательностям города. Актеры посетили памятники башкирским полкам и материнству, возложили цветы и даже потерли ручки детей на счастье. Неотъемлемой частью маршрута стало посещение Сибайского карьера. Столичные гости были впечатлены увиденной картиной. Самое, что интересно, конечно, вот я всегда говорил, сила и мощь, да, сила и мощь, ты понимаешь, какой-то слабенький, какой-то худенький, какой-то немощный, когда ты стоишь и видишь все-таки вот этот обзор, и ты понимаешь, вот сколько здесь, по-моему, сказали, что с 1937 года, да, здесь этот карьер, сколько тут истории, вот, на самом деле история. Каждый город, он своеобразен, каждый город интересен, каждый город приносит какие-то интересные вещи, историю. И вообще, честно говоря, историю нужно знать. Независимо от твоего родного города, а вообще историю России нужно знать. А Россия, мы знаем, многонациональная страна, где каждый город, он исторический, каждый город является истории Единой России. Ну, вообще хороший, милый, приятный, да. уютный такой, добрый, мне кажется, городок. В целом, впечатление от Сибая у московских гостей осталось приятное, а Сергей Маховиков, глядя на карьер, начал вспоминать свою фильмографию. Одна из картин с его участием снималась на реке Белой, рядом с Белорецком. От этого места веет приятными воспоминаниями, поделился актер и рассказал историю своей семьи. Я буквально вчера показал, ребята, мы летели в самолете, я показал вчера похоронку моего дяди, которая пришла в 1945 году, а он призывался именно с Урала. Уральский военкомат. И тоже получается для меня вот такие родные места. Очень близкие родные места. Потому что и дедушка отсюда призвался на войну, ушел. И они приехали сюда на работу, я знаю, что они сами, наши корни немножко из другой, псковские, вологодские. Но вот на войну мои уходили по материнской линии именно отсюда, с Урала. Далее программа их визита совпала с проведением круглого стола на тему «Актуальные вопросы развития кинематографии сегодня и завтра». Участниками обсуждения стали глава города Халид Сулейманов, депутат Государственной Думы Павел Крашенинников, председатель Союза кинематографистов Республики Фарид Габитов и другие. Одна из главных задач года кино – привлечение внимания россиян и особенно представителей молодого поколения к сохранившемуся фонду советских и российских художественных и документальных фильмов. Но при этом отечественный кинематограф, как самый массовый вид искусства в последние десятилетия, столкнулся с множеством проблем, которые требуют стратегического решения, и в первую очередь на это может повлиять государство. Совсем недавно мы приняли 4-ю часть Гражданского кодекса, которая посвящена, в принципе, интеллектуальной собственности, где есть в том числе несколько глав, посвященных авторским и смежным правам. И с этой точки зрения было недостаточно, потому что пиратство у нас, особенно одно время, достаточно сильно расцветало, и были предприняты меры по поводу антипиратских вещей. И первое, что мы сделали, конечно, опробовали на кинофильмах. И сейчас вот мы за судебной практикой следим. В принципе, он работает, можно защищать свои права, но тем не менее вопросы, конечно же, остаются. Объявленный год кино удачно совпал с двумя юбилейными датами, отмечаемыми в нашем регионе. Это 115-летие первого кинопоказа в республике, произошедшее в 1901 году в Дворянском собрании, и 25-летие киностудии «Башкортостан». Так что о проблемах, которые существуют в кинематографе, наш регион знает не понаслышке. Известно, что в России активно реализуется концепция развития национального кино, в том числе и региональных кинокомпаний. У нашей киностудии «Башкортостан» есть добрая традиция. Это киномарафон по всему региону, объединяющий всех жителей вокруг данного искусства. В планах у киностудии посещение 64 муниципалитетов с показами фильмов и проведением мастер-классов. Должна расти популярность не только отечественных картин, но и башкирского кино, подчеркнул директор киностудии «Башкортостан» Азамат Хужахметов. За год киностудия выпускает порядка 80 фильмов, короткометражных и анимационных. Хорошая поддержка оказывается талантливым актерам и режиссерам со стороны руководства республики, как доказательство тому выделение грантов. Азамат Шарифович особо подчеркнул важность проведения подобных встреч за круглым столом и при этом отметил, что их должно быть как можно больше. Понятно, что вопросов существует много, и, конечно, одним круглым столом их не решить. Но то, что этот год объявлен годом кино, это уже руководство России и республики обращает
внимание на проблемы кино, на возрождение нашего хорошего советского и российского кино. Я думаю, что это направление очень правильное. Свою точку зрения по развитию кинематографа выразили и приглашенные на круглый стол актеры Виктория Тарасова, Алексей Огурцов и Сергей Маховиков. На собственном примере они рассказали, что проблемы кинематографа не сидят внутри профессии и не зависят от проката картин, а напрямую зависят от аудитории. Проблемы кинематографа, я не уверен, что можно решить на уровне, даже на уровне депутатов Государственной Думы. Это на уровне только серьезных организаций, нет таких как правительство, президенты, администрация президента, потому что, конечно, это в первую очередь прокат, потом уже спускаемся ниже, это образование, воспитание и много-много такое. Дальше мы уже идем национальное кино, многонациональное, чтобы жить в одной стране, не превращаться в кинематограф одного аула, как говорил Гамзатов, помните, да, я бы был поэтом одного аула, если бы не русский язык. К сожалению, на сегодняшний день не все районы республики могут похвастаться обеспеченностью населения киноуслугами. По данным статистики, только 23 муниципалитета в Башкортостане имеют возможность для кинопоказов, а в 33 муниципалитетах они и вовсе отсутствуют. Во многих малых городах нет культурных центров для проведения досуга, и современная кинопроекция должна быть прежде всего направлена на создание в глубинках качественных современных кинотеатров. Не так давно в Сибае появился именно такой. В компании «Гранель» здесь был построен кинотеатр, атмосфера, который отвечает всем мировым стандартам. Установлено самое лучшее звуковое оборудование, которому нет аналогов в республике. Если подходить к этому с финансовой точки зрения, то, конечно же, это дорогое удовольствие строительства кинотеатра, но и долгий период окупаемости. Но, тем не менее, мы понимаем, что это направление важное и нужно развивать в городах, в малых городах, особенно в нашей республике. И поэтому мы в дальнейшем в развитии и в строительстве новых наших объектов будем предусматривать строительство современных кинотеатров для расширения сферы услуг. После завершения круглого стола его участники отправились на событие не менее важное – официальное открытие кинотеатра «Атмосфера». Под бурные аплодисменты была разрезана красная лента, и щелчок кинохлопушки возвестил всем собравшимся об открытии этого важного досугового объекта. Как мне говорят все мои друзья и близкие, там и знакомые, что я приношу удачу. И вот так как я сейчас нахожусь на открытии этого кинотеатра, я думаю, что у него будет очень большая удача и процветание. Далее насыщенный день продолжится экскурсией по торговому комплексу, раздачей автографов, проведением творческой встречи со зрителями, показа башкирского художественного фильма «Иенмеш», самой ожидаемой премьеры года фильма «Экипаж», ну а завершилось мероприятие праздничным концертом на главной сцене города. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.